Я вообще не думала, что материалы по истории деревень отдельных будут интересны вот такому большому кругу читателей. То есть я начала там серию «Знаменитые татарские деревни», и, ну, поскольку у меня были уже эти материалы, мы у себя в отделе этим занимаемся, вот, тоже история деревень, и начала вот давать вот как-то, ну, конечно же, находить какую-то изюминку в каждой деревне, не просто так вот столько-то было людей, там столько-то душ, как мы любим, да, мужских душ, там женских душ, столько-то, ну и там живность там другая перечисляется, очень скучная такая подача. А тут немножко по-другому, и вот я вижу, что много дочитываний. Вот, например, одна деревня, сейчас я, конечно, по цифрам не помню, вообще, конечно, удивительно, татарская деревня Оренбургской области, вот буквально в декабре была эта статья, 30 тысяч дочитываний. Что они там читают? А какая там информация была этой статье, если так кратко? Вы о чем там пишете? Ну, везде по-разному, но конкретно вот по вот эта публикация об одной татарской деревне, это сейчас название, не помню, Верхние Чебеньки, Сакмарский район Оренбургской области. Я просто нашла в источнике, ну вот один путешественник, чиновник русский проезжал через эту деревню, очень хорошее описание, что вот такие там люди жили, причем он там чуть ли не походку их описывает, вот, как они себя вот осознавали и так далее. И я, конечно, это связала и с какой-то современной информацией, что ли, какие там выходцы и так далее. Понятно, что там иллюстрации. И вот, ну, вот им стало вот интересно, видимо. И до этого была публикация, например, тоже много, почти 20 тысяч дочитываний по татарской деревне из Мордовии, там Белозерье, наверное, слышали, это Да. большое село, там и своя футбольная команда, мечети. Свои заводы, фабрики. Да, да, да. Там была статья «Удивительная татарская деревня». Вот, вообще там исследование проводил мой коллега Ильнур Минулин. Я же пишу не только свои материалы, даю, а еще адаптирую какие-то их научные публикации, ну, в таком более лайт-версии, скажем так. Вот «Верхние Чебеньки», то есть материал, да, самый такой топовый? Нет, там были и другие тоже. Сейчас я просто точно не скажу, потому что каждый день же меняется. Вот недавно была публикация про деревню Татарбаева из Мишкинского района Башкортостана. Ну, коротенькая, кстати, основанная на материалах из книги Татаро-Уфимского уезда. Я просто немножко вот, расширила, дополнила и так далее. То есть было там 1000, что ли, дочитываний. Сегодня уже смотрю почти 4000. То есть они как-то вечером, наверное, там еще другие какие-то показатели будут. Все меняется. Ну,